За 5 лет сотни сельхозпроектов стали реальностью благодаря тесному сотрудничеству государства и аграриев. Успех очевиден. За это время программа сменила статус с ведомственной на государственную. Особую значимость проекту придает то, что теперь ее выполнение курирует лично президент. С 2021 по 2025 годы на реализацию 1180 проектов было направлено более 519 миллионов рублей. Всего за этот период бюджет вырос со 100 до 150 миллионов рублей в год, а в 2026 составит 500 миллионов. Программа пользуется огромным спросом. На конкурс за пятилетний срок поступило свыше 2500 заявок, и их количество продолжает расти, опережая возможности комиссии по обработке данных. Мы объявляли о том, что прием заявок приостановлен в связи с тем, что их стало настолько больше, чем отпущены средства, чтобы людей не беспокоить, не занимать их время на составление бумаг, справок и для предоставления проектов. Но тем не менее, это неплохо, конечно. Заявления по сей день идут из районов, из самих участников, приносят прямо в министерство, в районы. Но мы не имеем права как-то не рассматривать их, мы принимаем, откладываем. Но я хотел бы просто, вот если есть эфир дойдет до них, что люди просто временно не тратили бы свое время и какие-то, может быть, средства для подготовки этих документов, потому как у нас сегодня достаточно тех заявлений, которые нам надо будет работать с документами даже и на 27 год, наверное, скорее всего, и по сумме тоже намного больше, чем тех средств, которые отпущены в этом году именно на освоение этих программ. В 2025 году на программу развития сельского хозяйства было выделено 150 миллионов рублей, из которых освоено почти 100% средств, более 149 миллионов. Основная часть финансирования, 142 миллиона рублей, была направлена на поддержку 343 аграрных проектов, одобренных комиссией. Еще около 10 миллионов рублей направили на защиту растений. Закуплено 4800 литров фунгицида «Винтаж». Это позволило обработать более 7000 гектаров угодий по всей республике. По Гагарскому району одобрено 8 проектов на сумму 3,7 миллиона рублей. По Гудаутскому району одобрено 97 проектов на сумму 35,3 миллиона рублей. По Сухумскому району 23 проекта на сумму 10,7 миллионов рублей. По Гулырыбскому району 19 проектов на сумму 7,8 миллиона рублей. По Токмачалскому району 21 проект на сумму 9,1 миллионов рублей. По Галскому району 11 проектов на сумму 8,8 миллионов рублей. В рамках программы закуплено 38 единиц сельхозтехники на сумму более 27 миллионов рублей, а также свыше 600 единиц навесного и прицепного оборудования для мини-тракторов и мотоблоков. Общие затраты по этому направлению составили более 55 миллионов рублей. Новая техника позволит эффективно обрабатывать до 135 гектаров угодий. Кроме того, объявлен конкурс-тендер на приобретение различных материалов, оборудования и техники. Усиливаем наши отделы для того, чтобы были созданы рабочие группы, которые смогут на местах именно изучать проекты. Это самое главное. Если мы изначально проекты, которые отберем, даже не отберем, а все проекты, которые будут рассматриваться, если мы сможем вместе с ними побывать на местах, в хозяйствах, вместе с местными органами, начиная от глав сел и наших коллег в районах, сможем каким-то образом из того, что есть, выбрать самые необходимые направления с учетом, как я говорил выше, с учетом тех сел, районных или сел, где надо приоритет из-за того, что мало проектов там проходило. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа поблагодарил профильную комиссию за проделанную работу. Он подчеркнул, что в 2026 году на реализацию проектов запланировано 500 миллионов рублей и отметил масштаб предстоящих задач в аграрной сфере. Гугуца Вардания, Фатима Гергия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.